Здравствуйте, друзья и зрители канала. С вами, как всегда, Лара Володина. Новости из Якутска. Пьеро и щенки вернулись на прежнее место. Все живы-здоровы. А вот с передержкой проблема. Даже одну собаку пристроить на передержку сложно. Их там нет. А уж четверых, всех вместе, это тем более большая головная боль. Разделять мы их не можем, они одна семья, а передержек нет, чтобы передержать всего лишь до самолета. Нет также и пассажиров, которым можно было бы посадить по-быстрому и оперативно. Вот такие новости по Пьеро, к сожалению. Но время против нас. На этом месте уже стоит разная техника, заводятся стройматериалы. Но то, что все живы, конечно, радостно на сегодняшний день. Каждый день как на войне, не знаешь, что будет завтра. Осенью прошлого года в городе Нальчике женщина наткнулась на вот такую собаку, очень-очень истощенную кормящую мамку. Она еле стояла на ногах. Женщина ее покормила, а на следующий день она снова ей встретилась на том же месте, где женщина недалеко работала. И снова все повторилось. Она снова ее покормила. Потом эта собака пропала с поля ее зрения. Но через некоторое время эту собаку находят недалеко от поля, мокрую, лежачую. Она уже не вставала. Оказывается, ее сбила машина, и у нее был перелом. Собака не могла ходить, а сейчас она тихонько просто умирала. Она лежала под дождем, и возле нее ползали 3 щенка. Этих щенков она прятала в поле, прятала от людей. И вот женщина находит ее снова вот в таком плачевном состоянии. Женщина просит и плачет, чтобы помогли. Откликнулась волонтер. Но операцию делать было ей нельзя, слишком истощена она была, и наркоз бы она не выдержала. То есть предстояло ее сначала куда-то разместить на передержку и откормить, а уже потом оперировать. Так получилось, что впереди предстояла операция, которую сделали волонтеры, провели через месяц или 2. Мамку забирает та женщина, которая ее нашла изначально, нашла ей какое-то местечко в своей квартире. И еще одного щенка удалось пристроить. Это я о мамке, которая пережила все ужасы своей короткой жизни. Сейчас она выглядит вот так. У этой женщины, и у нее более-менее все хорошо. А вот 2 щенков оставались на этой скромной передержке. У этих скромных людей. И сейчас другая беда. Эти люди уезжают. И подошло время уезжать из этого города к детям в другой город. И хозяйка этого дома обратилась опять к волонтерам, чтобы забирали как можно быстрее. У них несколько дней остается, и они уезжают. То есть этим 2 подросшим щенкам, которые уже подростки, надо опять идти на улицу.
и, возможно, повторить судьбу матери. Волонтер обратилась к нам. Помогите. Как жалко оставлять их на улице, в этом городе, где нет сердобольных людей, где никто не приютит, где даже щенками не удалось их пристроить. Буквально несколько дней или берем, спасаем, вывозим, или тогда они остаются на улице. А еще на этой же передержке у этой же женщины, которая уезжает со дня на день, также передерживалась небольшая собачка Элис, молоденькая, годика 2 ей, и весит всего килограмм 16, и ростом всего 40 сантиметров. Год назад на нее, на беременную, наехала машина. Щенки у нее у беременной погибли, а глаз просто вылетел. В ночи ее привезли, прооперировали. Выжила. Глаз пришлось удалить. Очень добрая, ко всем ласковая девочка, спокойная. Хвостиком машет от любого ласкового слова. И вот сейчас эта одноглазая девочка Элис также находится в опасности остаться снова на улице, как когда-то она бродила по улицам этого города, и беременная, избитая машиной, и вот сейчас снова ей идти на улицу. Она небольшая, ростом всего 40 сантиметров. Друзья, может быть, кому-то она приглянется, может, кто-то пожелает ее спасти. Напишите нам, тогда привезем ее. На кураторство я не могу ее взять. Может, кто-то захочет ее в дом, в семью, в квартиру. Она очень добрая ко всем, к детям, кошкам, ко всем. Замечательная девочка. Зовут ее Элис. Друзья, у меня патовая ситуация. Я не знаю, что делать. Вся работа волонтеров идет на смарку. Все месяцы, за которые боролись за жизнь, за выздоровление, идут на смарку. Все устали от горя, от бед, от карантина, от пандемии, от всего. А собаки остаются. Но у меня столько собак, которым уже не на что покупать даже корм. Я не знаю, что делать. Как помочь этим собакам? Ну как им помочь? А на очереди еще те собаки, которые должны вылететь из Якутска. Как научиться быть хладнокровной, жесткой и безразличной?